В Коми продолжается реализация проектов в рамках программы «Народный бюджет». На сегодняшний день завершены 60 из 545 запланированных на этот год. Так, в Ухтинской школе номер 5 в рамках программы совсем скоро появится первый в городе этнокультурный музей. Подробности у Виктории Науменко. Совсем скоро этот просторный класс школы номер 5 наполнится удивительными старинными предметами и семейными реликвиями ухтинцев разных национальностей. Здесь откроют первый в городе этнокультурный музей. Инициативные горожане регулярно сами приносят экспонаты. Один из недавно доставленных – старинное деревянное подобие блендера. Это, посмотрите, здесь кладется овощи, да, и перемалывается. Ухтинская школа номер 5 с этнокультурной направленностью. Директор учреждения – активистка Ухтинского отделения Коми Войтер. Здесь не раз реализовывали проекты, проводили мероприятия городского масштаба, посвященные теме дружбы народов. И о своем этнокультурном музее здесь мечтали давно. Тем более Ухта – лидер в республике по количеству национально-культурных автономий. В городе их 20. Оформить помещение получилось благодаря проекту «Народный бюджет». Благодаря этому проекту замечательному мы сделали ремонт помещения, купили мебель. Сейчас у нас осталось еще сделать, значит, шторы, которые, в принципе, должны на следующей неделе уже привезти сюда и развесить, и витринные светильники. Школы, организации, которые особенно активно принимают участие в программе «Народный бюджет» и предлагают свои проекты. Именно в учреждениях образования ограниченные средства программы могут точечно решать проблемы и закрывать небольшие, но острые потребности. Так, в еще одной ухтинской школе номер 22 в микрорайоне Озерный проект народного бюджета уже реализовали. Закупили инвентарь для лыжников. Мы приобрели значительное количество оборудования, оно представлено. Это лыжи, лыжные палки, трекинговые палки для занятий скандинавской ходьбой. Ну, не забыли о скребках для лыж, лыжные ботинки, а также приобрели для создания хорошего настроения во время занятий спортом, лыжным спортом, акустической системы и набора микрофонов. Важно и то, что оборудование будет доступно не только для учеников школы, но и для всех желающих принять участие в организованных в микрорайоне спортивных мероприятиях. Они помогают сплотить местных жителей, а те, в свою очередь, вместе с местными предпринимателями внесли нужную для софинансирования проекта сумму. Инвентарь обошелся в 653 тысячи рублей. Особенно рады новому оборудованию ученики школы. Ребята увлекаются лыжным спортом и показывают высокие результаты на соревнованиях различных уровней. В последнее время развиваться юным спортсменам во многом мешал старый спортинвентарь. Когда зима наступает, мы чуть ли не каждый день катаемся на лыжах. Нам это очень нравится, мы даже после уроков собираемся, идем катаемся. Были старые деревянные лыжи с старыми неуниверсальными креплениями. Палки не подходили по размерам, большинство палок были сломаны. Проект школы номер 22 – один из двух полностью реализованных в Ухте. Первым в День защиты детей в ухтинском поселке Шудаяк презентовали обновленный на средства народного бюджета зал хореографии в местном клубе, который тоже стал настоящим подарком для всего поселка. Этот класс, он очень востребованный. Помимо образцового ансамбля бального танца «Звезда», руководителя Екатерина Владимировна Мурзина, детей здесь занимаются и другие наши коллективы, которым необходима хореографическая подготовка. Это и вокальная группа «Сударушки», если им нужна разводочка, это и театральные коллективы «Виват». Плюс, когда мы принимаем гостей, этот класс используется еще и как дополнительная площадь для приема гостей, то есть он задействован постоянно. Всего в Ухте до ноября этого года будет реализовано 17 проектов народного бюджета. Среди них ремонт участка улицы Дорожной, установка оборудования для граждан с ограниченными возможностями зрения в Доме культуры в поселке Водный, дополнительные вольеры для приюта «Добрый город» в самой Ухте. Кроме того, в городе уже провели все запланированные собрания граждан и выбрали народные проекты следующего года. Какие из них будут реализованы в 2023-м, к концу ноября решат на республиканском уровне. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.